16 часов. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». 17 ноября, 1359 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. Журналиста украинского радио Павла Шаройка в Беларуси подозревают в шпионаже. Об этом, опираясь на собственные источники, написал председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласани на своей странице в Facebook. По его словам, посольство Беларуси в Украине не отвечает на официальные запросы о судьбе украинского журналиста, не сообщает. В то же время жена Павла Шаройка предполагает, что арестовать его могли еще 25 октября. Именно тогда он в последний раз выходил на связь. Она приехала в Киев, с журналистами общаться пока не хочет. Здесь она уже встретилась с руководством своего мужа, также запланирована встреча с представителями украинского МИД. С Леной Шаройко встретился глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко. В комментарии нашему телеканалу он рассказал о ее планах. Вона в відчаї шукає можливості до звільнення її чоловіка з цього арешту, шукає можливості посилення юридичного захисту і підтримки. Тому, власне, зараз відбуваються її зустрічі з керівництвом Національного радіо, де працює штатним кореспондентом наш колега. Відбувається активізація на рівні Міністерства закордонних справ. В редакции украинского радио задержание Павла Шаройко связывают исключительно с профессиональной деятельностью. Последние 4 месяца он занимался расследованием дела пропавшего в Беларуси Павла Гриба. Заместитель главного редактора Светлана Мялик нашему телеканалу прокомментировала это так. Останній час Павло переважно висвітлював це засідання тристоронньої контактної групи, яке відбувалося в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він перебував там безпосередньо на тих подіях, тобто він був допущений туди, акредитований. Він все бачив, хто на якому літаку прилітав, хто з ким назад летів там до Києва, як ці сепаратисти приїжджають і так далі. В принципі, я можу сказати, що ми не можемо відкинути цю версію, що це журналістка через журналістську діяльність. Через ті його гострі матеріали, які він передавав про опозицію білоруську, про затримання Павла Гриба на території Білорусі, про маневри військові Захід-2017. Ми цього не можемо виключати. В Министерстве иностранных дел Украины о факте задержания Шаройко в Минске знают и уточняют все подробности. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о похищении в Украине журналиста грузинской телерадиокомпании «Руставели-2» Тамаза Шашвиашвили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, похищение совершили спецназовцы. Вместе с ним задержали еще 2 друзей. Им надели мешки на голову и на наручниках увезли в неизвестном направлении, написал Саакашвили. Он добавил, что Шашвиашвили всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации, не занимался. Где-то 40 минут тому назад похитили из дома, похитили в буквальном смысле, переодетые под рабочие, которые ремонтировали соседнюю квартиру, какие-то спецпризначенцы, в таких формах рабочих. Журналиста Руставели-2 – это крупнейшая грузинская телекомпания, самая лучшая телекомпания, наверное, на постсоветском пространстве. Журналиста, который здесь работал много лет, у него была аккредитация от Министерства информации Украины. Томаса Шашвиашвили, он также освещал мою деятельность, поэтому с этим связано похищение. Надели мешок на голову, наручники и увезли в неизвестном направлении. Как сообщил народный депутат Юрий Деревянко, грузинского журналиста Тамаза Шашвиашвили и его друзей уже привезли в аэропорт Киев. По его информации, их планируют посадить в один из самолетов Нацгвардии и выдворить из страны. Задержанный накануне в оккупированном Крыму Мустафа Мустафаев нашелся. Его до сих пор удерживают крымские силовики в Севастополе. Жена задержанного Ленара Мустафаева в комментарии нашему телеканалу сообщила, что ее мужа привезли в отделение полиции Севастополя после полуночи. Где его держали весь день до этого, неизвестно. Женщине удалось 2 минуты пообщаться с мужем. Мы увидели знак с начала 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему сам успокаиваю, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят.
Вот адвокат сейчас с ним работает. Мы сегодня вечером поедем, адвокат будет с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? По меньшей мере 3 обыска, в частности, в семье Мустафаевых в Советском районе ФСБ и вооруженные силовики пришли к ним утром, разбили двери и окна, избили детей. Во время обыска ничего запрещенного не нашли, несмотря на это, арестовали главу семьи Мустафу Мустафаева. В распоряжении Меджлиса есть копии протоколов обыска в селе Пушкино Советского района. Об этом сообщил председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Эскендер Бариев в эфире телеканала АТР. Согласно документам, куратором обыска был старший следователь Следственного управления МВД России по городу Севастополь майор юстиции Дянкин СВ. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо и ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту возможного разглашения директором НАБУ Артемом Сытником государственной тайны. Эту информацию нашему телеканалу подтвердил народный депутат Антон Геращенко. Именно он призвал ГПУ проверить аудиозапись, которая на днях появилась в интернете, и на которой человек с голосом похожим на Артема Сытника зачитывает группе неизвестных людей материалы прослушивания телефона жены экс-заместителя военного прокурора Константина Кулика. Эти материалы, по словам Геращенко, являются частью досудебного следствия, составляющих государственную тайну. Если эти прослушки не были рассекречены в установленном законном порядке, то это является криминальным преступлением, поскольку разглашать данные о прослушке нельзя, если они должным образом не рассекречены. Поэтому прокуратура должна проверить, это был Сытник на этой записи или нет, с кем это была эта встреча, и действительно ли на этой встрече Сытник разгласил то, что является государственной тайной. Когда ГПУ сможет допросить Артема Сытника, пока неизвестно. Директора НАБУ нет в стране, он уехал в Португалию в плановую командировку. Генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге заявил, что никакого производства против Сытника пока нет. Есть только зарегистрированное производство по факту возможного разглашения секретных материалов по заявлению народного депутата и лица, которого считают потерпевшим. Между тем, НАБУ открыла уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Эту информацию нашему каналу подтвердила пресс-секретарь НАБУ Светлана Аліфєр. Детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури дійсно розпочали розслідування за фактами ймовірного незаконного збагачення. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 жовтня цього року на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялося. Я не здивований, що власник «Золотої лопати», котрий обвинувачується прокуратурою у розкраданні 1 200 000 гривень державних коштів і перераховується на території Росії, написав на мене заяву. Це логічно, з його точки зору. Нелогічно говорити взагалі про склад злочину. Луценко Юрій Віталійович та його дружина не повинні показувати в декларації 2 паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років, проживає окремо від нашої сім'ї. Компания Tesla представила свой первый беспилотный электрогрузовик. В Калифорнии Tesla Semi-Truck показал основатель компании Илон Маск.
Производство новинки начнется с 2019 года. Сколько будет стоить электротрейлер, неизвестно. По словам Маска, это очередной шаг на пути к освобождению экономики от ископаемого топлива. Запас хода электрогрузовика будет 800 километров при полной загрузке. Для сравнения, дизельные трейлеры преодолевают вдвое больше расстояния без дозаправки. Впрочем, по словам Маска, электротрейлер будет дешевле в эксплуатации и быстрее дизельных аналогов. Этот трейлер будет необыкновенным. Он будет разгоняться, как никакой другой. Посмотрите, как это будет происходить в реальном времени по сравнению с дизельным грузовиком. Производитель электромобилей Tesla несет в этом году рекордные убытки, поэтому аналитики говорят, производство электрогрузовика станет дополнительным финансовым бременем для американской компании. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Шевкетом Нутулаевым в 17:00. А прямо сейчас эфир продолжит программа «Бугун» с Олегом Борисовым. Будьте с нами.